Вот буквально за 5 минут, наверное, один аккумулятор показывает, что зарядился. И этот средний аккумулятор, я думаю, глючит. Начал глючить. Потому что первоначально, когда я начал снимать сегодня, у него глюки на камере пошли. Вот включается. Включаю. Буквально за 5 секунд он выключается. За 10 секунд выключается. За 15 секунд может выключиться. И все-таки, наверное, может быть даже виноват аккумулятор. Ну, посмотрим. Сейчас все зарядим там. Если такие глюки пойдут, значит будем выкидывать. Или же с камерой. Короче, тоже может быть и с камерой что-то случилось. Я когда переходил речку, но уже я доплыл до берега, и как-то нечаянно я ударил веслом в камеру, попал. Весло попало. И может из-за этого начал выключаться не вовремя там. Ну, буквально за несколько секунд там включаешь и сразу выключается. Что-то на сон потянуло меня. Чай уже скоро закипит. Огонь гасить не буду. Пусть будет тепло тут. Ну, в общем. Ну вот и чаек поспел. Опа. Опа, вот такая шляпка. Так. Консумер. Все. Видели как? Газ горит. Он греет нас. Сейчас будем заваривать чай. Майский чай. Аромат бергамот. Так вот. Один пакетик вполне достаточно. Так, что тут у нас? Что? Пакетов в море, толку ноль. Ну, так лучше сделаю. Так. Еще один так. Угу. Такой золотистый цвет. Вкус обалденный. Так. Ну что. Сегодня я принес, ребят, вот такие жареные, ну, яичница. Одним словом. Яичница. Дальше помидоры, огурцы. Сейчас завались в магазинах. Вот так вот. И огурчики. Огурчики. Прикуску. Хлеб черный.
ветерок поднимается. Вот такой ужин. Яичница, хлеб, помидоры, огурцы, чай золотистого цвета такой. Аромат обалденный. Горелка греет. Офигенно тепло. Сейчас я буду ужинать. Нормально я поужинал, наелся, и осталось еще у меня еды. Не смог доесть. Я пожарил 5 яиц. И думал, я все это смогу съесть. Перед тем, как выйти из дома, я также поужинал. Ну, там время 5:15, наверное, было. Голубцы съели. Там покупные голубцы взяли, там в сельпо продают. Кто из Нившеры, между прочим, можете смело брать голубцы. На вес, наверное, продают там весовые. Я не знаю, по какой цене там жена брала. Но голубцы понравились, очень вкусно. Делают это не откуда-то привезли, а именно вот в райцентре делают, в Карткоросе. Очень вкусно. И котлеты также обычно в сельпо берем, там тоже очень вкусные котлеты. Именно карткоросские. А все остальное, что вот эти в магазинах, супермаркетах, полуфабрикаты эти продают, котлеты там, биточки или как похожи на, я не знаю на что. Они уже все. Это, если сравнить, то это то же самое, что от прессованной опилки. По-другому я не скажу. Вот чем сейчас кормят народ. А в райцентре у нас еще более-менее вкусно все делают. Именно котлеты. И сейчас вот голубцы понравились. Я обычно в столовую заезжаю в райцентре, там название Кыртайка. Очень нравится. И Никита обожает это столовую еду в столовой. Очень вкусно. Там готовят. Сейчас еще, наверное, глоток чаек попьем. Потому что так особо чай пока не хочется. Ну вот, знаете, вот я сейчас сижу не в палатке, а в шалаше. Это шалаш. Цивильный шалаш, можно сказать, еще. И вот сижу до сидения, скажем, до этого нары, вот где я сижу. Тепло от газа, такой уровень. А вот снизу, вот по колено снизу от воды идет холод. О, блядь. Камера улетела, ребят, у меня. Блин, чуть не сломал. Я не знаю, такого у меня штатива нормального нету. Куда-то прикрепляю как могу, чтобы заснять себе, что-то рассказать. И все так резко получилось. Все так резко получилось, что вылетело из головы, что я говорил. Тут еще чай, оказывается, у меня есть в пакетах. Это уже
Канди, наверное, там. Вот так. Что-то про котлеты я говорил, не помню. Вот это да, вот это все из головы вылетело. Что-то про тепло рассказывал. Ну да ладно. Сейчас чаек попьем, вспомним. Быстро остывает, между прочим. Надо перелить или сейчас еще на этот поставлю. На газ поставил. Пусть нагреется. Потому что уже немножко чуть-чуть подостыло, пока там я ел. Ну, не буду, наверное, больше болтать я. Буду заканчивать эту вечернюю зорьку. Будем считать так. Добыли одну утку свежая. Будем надеяться, что утром еще будут перелеты, будут посадки, будут выстрелы. Также не будем упускать шансов, если селезень подлетит, будем стрелять в лед. Все как будет, будем снимать. А сейчас я попью чаек и, ну, по кемарию или как-то по-русски. Как-то здесь я лягу и газ я на пол поставлю. Жар будет снизу идти, как и в прошлом году. Щели есть, скажем, чтобы не задохнуться, не угореть. Вот. Блин. Одним словом, все, до завтра. Я пью чай и отдыхаю. Где-то час, может полтора. У нас еще есть время. Сейчас не знаю, сколько времени. 23:16. 16 минут 12. Ночь. Сейчас скоро будет полночь. Где-то часик можно покаймарить. Все, пока. Полный термос. Так.
Ну что, я даже и молнию не застегивал. Сейчас время получается 1:25 или сколько там было, посмотрел. 1:28. Все, будем подготавливаться. Сейчас попьем чаек. И уже думаю, скоро будет рассветать. Просто лежал, место такое, место неудобно. Чуть-чуть как-то надо продумать еще вот нары удлинить каждый год, после каждого сезона. Что-то я размышляю, думаю, но нифига не делаю. Потому что мне еще где-то метр, если удлинить, чтобы нормально лечь и на бок хотя бы. А сейчас полусидя, полулежа как-то неудобно. Ну фиг с ним. Главное, ночь прошел. Сейчас уже будем убирать все вещи, что мешает нам. Аккумуляторы все зарядил. Что утки не переставали, не всю ночь летали. Много раз сажались поблизости, то за спиной, то впереди. Взлеты, шум да гам, одним словом. Так, сотовый нам не нужен. Сотовый нам не нужен. Полтора получается. Что-то я уже... Да, 1:30. Так, ну что еще тут? Газ тоже убрать. Пленку берем. Пленку берем, сразу прохладно будет. Потому что ветер на улице. Так-то спокойный ночь был. Не ветрено так. Другой раз, если что, если не с вечера, то если к утренней зорьке, значит где-то 1:30 выйти из дома, 1:30. За час я сюда приду. Даже выстрелы уже начинаются. Вот так и горит наша горелка. Убавил я жар, потому что под нары поставил горелку, так тепло аж, я не знаю. Хотя тут щели и здесь еще приоткрыл, чтобы плохо не стало от газа. Лягушки квакают, блин. Проснулись уже они после зимней спячки. Гусей вообще нету. Что-то вчера вечером только, ну как бы уже стемнело. Одно гадание, как будто вот одиночка так. Между перерывами так гогнет так. Летит гог-гог. Думаю, подлетит сюда. Мимо улетел. Вот так вот. Ладно, ребят. Просыпаемся.
Будем дальше смотреть в небо, ждать. Может, какой самец подлетит. О, выстрел. Я, короче, подправил тут чучела. Там 5 штук перевернутые были от ветра. И сходил обратно за камерой, чтобы показать, вот как выглядит шалаш. Это сейчас уже расцветает. Но интересно, вот скажем, если издалека охотник идет, о, кто-то в шалаше сидит. Все, короче, сейчас я вырубаю свет, убираю пленку, и охота начинается, утренняя зорька. Пока прекращаем базар. Так. О, блядь. Главное, чтобы не упасть. Вот так. Укрытие. Пленка теплая аж. Все. Так вот. Кряква. Самец. Хрен подлетит он. И дальше полетели. Ассорти. Шилохвост, свиясь. Сухопутные, блин. Нырковых пока не видать. Высоко летают. Ждем. Ждем своих уток. Рано или поздно подлетят. Булькает что-то под ногами. Вон обратно полетели. Что закипело тут у меня? Пипец. Под ногами что-то кипит. Самовар закипел. Ну вот. Вот и наша утка прилетела. Тоже нырковый. Чернить.
так вот. Дождались мы свою утку. Самец. Связи на круг пошли. Хрен-то там. Чирки прилетели. Чирки сидели, не шевельнуться ничего. Так они как бы не в куче сидели, можно было самца подстрелить. Пускай летают. Покрупнее уток подождем. Самку отпускаем. Самца берем. И умирает. Ага. Вот. В принципе, неплохая охота получилась. Опять вообще близко подсели. Где-то расстояние между утками примерно 70 сантиметров было. Прицелился от самца нормально. Там чернить наш. Ну или хохлатая чернить, наверное. И шилохвост. Вот так. Не знаю, в кадр попал, нет, выстрел сам. Но было интересно. Напряженно. Они насторожились вообще конкретно. Думал, улетят. Но если наша птица, он сидит, никуда не улетает. Как и зверь. Стоит, не побежит. Вот так. Вот такая охота.
Все, утренняя зорька заканчивается, ребят. Что-то тишина стала. Наверное, тоже собираться буду. А вон еще 4 штуки. Высоко летают, в принципе. Утки-то есть. И немало сегодня было их. Но не хотят садиться. Стороной влетают. Высоко бывает тоже. Прям над шалашом пролетят так. Одна партия вот только отсюда. Ну, буквально 10 метров от земли пролетели. Остальные все высоко летят. Да, в принципе, и хватит нам. 3 утки. Для первого раза нормально. До сих пор еще стреляют. Еще 2 штуки летят прямо на нас. Но высоко. Сядут. Блять, заметили. На круг пошли. Не, эти другие были. Сейчас светло, они замечают, надо как-то укрытие еще здесь. То обзор для них большой, блин, меня замечают. Да и видеокамера у меня белая. Да, но они бы круг сделали и сели бы точно. Так, все, наверное. Соберу я уток. И думаю, пора валить отсюда. Сейчас гусь один пролетел, высоко, конечно, но одиночка. Уже несколько дней, наверное, тут летает. Потому что в Нившире вчера или позавчера я его тоже видел. Это один и тот же гусь. Смотрите, какие чучела у меня. Самые простейшие. Из ДВП сделано. В принципе, вон он. Туман там в лесу, где снег. Воздух, видимо, теплый, более-менее. А от снега идет холод. Ну и тут шилохвост.
большая утка. Вон, смотрите, какая разница. Как и предполагал, в середине будут садиться утки, потому что там пятачок для них оставил. И в этой части мне с руки стрелять. Вот трава, вот эту траву еще дополнительно, если скосить, вообще классно будет. Ну вот и все. Будем закругляться. На сегодня хватит. Вот такой, ребят, такая охота. Ой. Вот так вот. Ну и вчерашний еще связь. Больше, наверное, не будет уток. Или может какой-то перерыв будет. И в течение дня, если сидеть, может несколько налетов еще будет. Ай, блядь, куда бы вставить ружье? Еще 4 утки подлетали. Что-то кружили и улетели. Там один шилохвост был и 3 поменьше утки. Не-то свиязи, не-то, не знаю, похоже на свиязи. Или же широконоски. Так. Начал уже собираться. Завтра не знаю. Наверное, с утра приду, ночью-то есть. Где-то в 12 я выйду. Примерно час я сюда буду идти. Самый раз. И лучше подольше посижу. С ночевкой. С ночевкой это как бы надо все подготовить тут. Он опять связи. 6 штук или 7 штук. Высоко. Так что так. Чай вскипятил я, и вода болотная. Ну, снег растаял там из снега. Будем считать, это вода. Вкус. Я не почувствовал, что какой-то запах идет от болота или еще. Очень вкусная вода. Не сравнить, думаю, с городской водой, которая из-под крана идет. Одну батарейку еще с собой возьму. Так. Остальное. Напоследок еще остатки чая допью.
Все. Короче, очень много кадров сегодня было, пустых. Очень много снимал, очень много холостых этих утиных звуков крыльев было. Потому что при каждом звуке я включал камеру, но утки мимо пролетали или вообще не видно их было. Конечно, мало ярких моментов получилось на этой охоте, на сегодняшней охоте. Но будем надеяться, что в будущем еще поснимаем. Обязательно в эти дни надо, думаю, еще поохотиться, потому что утиные перелеты именно вот сейчас вот начались. Вовремя охота открылась и утки начали летать. Я первый день сегодня вот, первая ночь была охоты, но когда я вот целыми днями на улице, ни разу я не видел, чтобы где-то какой-то утиный косяк пролетел там. Нету, не было. А вот сегодня вот ночью прилично они летали. И сейчас до сих пор еще летают. И дождь начался. Как обычно. Обычно я на весеннюю охоту прихожу и дожди начинаются. Блин, опять. Что в одну сторону, что в другую сторону. Всегда рюкзак у меня полный. Закидал как-то. Все. Пока тоже сюда. Вот так. Чучела все оставлю. Ничего убирать не буду. Завтра, думаю, придем еще. Очередная партия улетела. Ну все. Вон они, подсадные мои. Я уж подхожу к речке. Такой туман тут. Прям воздух другой. Всю дорогу шел дождь. Сейчас вот хоть немножко перестал. Так что начались дожди. Сегодня, завтра. Да вообще непонятно. Погода переменчива. Это туман хороший такой. Птицы поют. Дождались все-таки мы птиц. То всю зиму тишина. Вороны покричат и все.
Спани. Спани. Испани. Испани. Лок. Лок. Спани. Спани. Ну все, ребят, на этом заканчиваем. Всем пока.